мои следы. А тут уже здесь где-то ручей должен быть. Вдоль ручья поеду. Места незнакомые для меня. А, тут тоже дорога есть. Смотри. А, дорога, вот. Вообще здорово. Это к речке пойдет дорога. Да. Я здесь ходил, вон туда куда-то уходил. Здесь бураница. Бураница хорошая. На речку уходит бураница. На каракатах кто-то поднимался уже по реке. Вдоль берегов открыто. Ничего, омут какой. Нормально. Где-то изба должна быть. Не знаю, от реки видна или нет. Если что, там где-нибудь подняться на избу. Или съезжу здесь по реке, потом обратно поеду. Здесь ни разу никогда не был. Надо посмотреть. Где-то на этом берегу тоже изба должна быть. Давайте посмотрим. Живая изба или нет, интересно. Окна есть. Опа. Бураница есть. Ух. Чолом зарокарка. Дрова заготовлены. В общем, дрова есть и все есть. Вот такая избушка. Живая изба, между прочим. Ни разу никогда в жизни я здесь не был. Чолом зарокарка. Ух ты. Запах, вкус такой. Новогодние эти украшения, между прочим. Чайник на столе. Нары. Вот везде одинаково у нас
планировка. 2 окна, нары. Здесь железная печка. Тоненькая такая железная труба. Большое окно вон там сделано. А двери ничего нету. 2 чайника еще. Или чайник, котелок. Нет, все чайники. Вот 3 чайника здесь. Радио. Икона. У меня на первой избе тоже такая висит. Здесь немножко еды оставили. Сухари вижу. В общем, ну, как сказать, немножко провизии всегда оставляют у нас. Сахарный песок. Там еще какая-то посуде что-то. Ну, изба чистая. Изба очень чистая. Чья это изба, представления не имею. Честно говорю, я первый раз в жизни в этой избе нахожусь. И я не знаю, чья изба. Вот здесь ремонт был, видно, вот стойки поменяли. Пол добротный. Ну, видно, хозяева приезжают. Почему-то окна сделаны, но в южную сторону, конечно, это правильно. Лучше было бы на речку, если смотрелось. Так, колонн, топор, все есть. Ну вот, небольшой обзор очередной новой избы. Спасибо, изба. Все хорошо. Дрова вон заготовлено, смотрите. Все по-нашему. У нас в деревне так и живем. Оставляем избы в чистоте, в порядке. Запас дров всегда есть. Там смотрю, этот небольшая, как же этот-то, столик, небольшой столик. Ну вот смотрите, как река. Река, блин, мощь. Вот если сравнить, где я охочусь, вам показываю видео. И здесь ширина реки даже 3 раза больше, не меньше, 3 раза больше. Река очень большая, и там ключ на этой реке вообще не замерзает, даже утки там зимуют, между прочим. 2 реки там соединяются, черная и синяя река, очень чистая, прозрачная, холодная вода здесь. Вот. Не рестится здесь семга, хариус водится. И какие рыбы еще есть, не могу сказать. Просто не знаю. Я здесь не рыбачу, не охочусь. Вообще здесь, эта сторона для меня темный лес. Я здесь ничего не знаю. Вот такое новое место для вас снимаю. Сейчас поедем дальше. Дальше еще интереснее, думаю, будет. Покатаемся еще. Ребят, попутно еще на второй канал я снимаю. На будни Олега называется мой второй канал. Так что там свежие новости раньше выходят. Вот это все. Там верба красивая, вербу заснял даже. Ой, я просто тащусь, а там сколько вербы. Все белым-бело. Здесь хорошо солнце попадает, тепло. Все здорово. Так, заведется, нет. Все, поехали. Здесь можно подняться. Где-то лесовоз стоит. Так.
Тут что-то разбилось, наледь или что там. Проехали. Вроде не должно открыто быть. Я где проеду? Мне нужно, в принципе, здесь проехать. Вот такой мост. Сотни тысяч лесовозов проезжают, вывозят лес. Капитально все сделано. Так. Где дальше идти? Ехать? Блять, трещит под ногами. Не знаю, или там подняться, потом через другой берег проскочить, на дорогу выйти. Тоже не очень вариант. Непонятно, где проехать. Сколько, интересно, прослужит этот мост еще. Лет 5, наверное, уже стоит. Больше грузы ездят здесь. Там что-то слышно, лесовоз тоже стоит. Какой-то дорожник. Дорожники стоят. Здесь ниже рыбачили, наверное. Там этот легковые. Без прицепа приехали. Там еще снег, а здесь вот все растаяло. Блять, сейчас схожу, посмотрю там. В принципе, там могу подняться. Ты-ты-ты. Поехать. Лежня тут такая вот. Вон там наш дрындын стоит. Так. Мама, не горюй. Высота-то какая. Здесь все заливает водой. Ужас весной. Даже этот мост. Чуть ниже моста. Здесь берег все ушел большой водой. Так. Здесь спуститься, здесь подняться. Туда поехать, переехать и там по дороге уже. В принципе, можно так. А знаете, я, наверное, где-нибудь по берегу поднимусь и по солнцу, именно солнце нам надо на спину возьму и так поеду по тайге. Будет даже интереснее, думаю, для меня. Вот там открыто, вот. Черная точка, блин. Там ужас. Если туда попадешь, все, хана. Здесь весной вообще такой водоворот тоже. Не очень приятное место. Ладно, развернусь и где-нибудь поднимемся по тайге, покатаемся. Я вам это показал. Мост. Там, наверное, обедает, кушает. Что-то делают. Все. Снимал для вас. Все отлично. Пока снег держит газку отсюда. Не так, оказывается, далеко. Второй избу где-то прозевал. От реки не видно его. Хотел еще туда зайти, вам поснимать.
Но это другой раз. Другой поход будет. 4 метра, наверное, есть высота. Не меньше. Техника, зверь! Ого, тут, короче, тут река напрямик. Тут озеро, наверное. На руках придется. Ого, открыто. Заглох, наверное, датчик уровня масла там.
сработало. Такой подъем. Вон. Вот теперь видите, что он может. Везде можно проехать. И такие горы легко поднимаются. Зацепление есть, все есть. Все ему хватает. Чтобы возить человека, можно и двух. Легко. Сколько критиковали там, да и сколько меня там, чего только не писали, что там самая плохая техника, там зачем взял. Вот для таких покатушек, ребят, и взял. По насту, по неглубокому снегу, по реке, по льду. Опа, рябчик, смотрите. Прям на меня чуть не прилетел. Рябчик. Вот, а по глубокому снегу он беспомощный. Сейчас, дальше буду штурмовать, ездить, непонятно куда еду, потому что просто наугад еду, тупо еду, вот здесь как будто такой вот небольшой подъем, вот там поедем. Можно где-нибудь там подниматься, но там очень этот густой лес. Вот. Где-нибудь вот там. Где-то вон там поднимем. Там должен быть сосновый лес. Рано или поздно доедем до соснового леса, там дорога будет. Вот там и покатаемся еще. Огонь техника, ребят. Любая техника выполняет свою задачу. Вот где я здесь проехал, здесь я даже и на снегоходе не смогу проехать, очень густой лес. Они говорят о двухлыжных снегоходах. Выводы делайте сами. Для рыбалки, для походов по неглубокому снегу вполне достаточно экономичный, маневренный, очень лютый. Даже такие подъемы легко поднимаются. Я сам удивлен. Как есть, показываю. Все, идем дальше. Так, интересно, вот заглох. Возьмет, нет. Взял. С полуоборота даже. Ну, значит, датчик масла там сработал при спуске. Так, попробуем здесь. Главное, пилу не потерять, блин. Ручей, наверное, какой-то. Ой, неудобно, блин. Ручей идет. Как же проскочить-то здесь? Блин, этот датчик, конечно, не очень хорошо. Датчик срабатывает. Все. Легко на гору поднимается даже. Это удивительно. Он легкий, маневренный. А если большой, мотособака,
Тяжело управлять. Где же дорога, ё-моё? Не вижу дороги. Куница пробежала. Куница. Но она здесь где-то она. Вот я сяду сейчас. Интересно, поднимет? Нет, нет. С места. Нет. Разгон нужен. Да. Короче, вот этот, конечно, вот тут уже дорога, я вижу. А вот датчик выключает. Ну или как называется? Срабатывает, а он автоматом выключается. Так, ладно, сейчас не смог с места меня. Все, дорогу я нашел. Дорогу нашел, ребят. Все, теперь не пропадем. По таким местам проехал. Да. Было жарко. Хорошо. Ладно, едем дальше. Сейчас по дороге. Может даже поеду потом направо по дороге. Здесь если развилку найду, если не, уже не прошел, не проехал я. Может я уже развернуться, может там он. Если проехал, по солнцу также буду идти. Все равно здесь я уже здесь основной лес, легче будет. Найдем, куда ехать. Ладно. О, сразу не догадался. Вот так двигатель, чтобы не очень сильно нагревалось. Думал, каток как-то перевернет, ну или невозможно перевернуться. У бурана легко переворачивается, если гусянки слабые. Но здесь вроде все нормально. Все здорово.
Пусть немножко отдохнет двигатель и дальше поедем. Наверное, там дорога была. Косачи взлетели, 2 штуки, пятерки, наверное. Нет, это не здесь. Напрямик попробую. Надеюсь, доедем. Напрямик проскочу. По солнцу. Здесь видно, что болото небольшое. Чисто еду на север, потому что солнце у меня за спиной. И там должна быть машинная трасса. Эту трассу мы переедем и на большое болото выедем. Лучше спуска не будет, здесь спущусь. Бля, не успел нажать. Вон лесовозы едут. 2 лесовоза.
Они на этот едут, как сказать, на мост. Значит, какую дорогу я искал, он еще дальше выходит. Ладно, поедем мы по своей. Ох, ебать. Нормально. Нормально. Вот это зверь. Это нормально, что нагревается. Просто надо следить. Почаще останавливаться, визуально посмотреть, что как. И дальше ехать. Остановился, ребят, я как же... Остановился поменять аккумулятор. Сейчас поеду тоже наугад. Чисто по солнцу. Вот за спину возьму солнце и буду ехать чисто на север. И я выеду на следующую такую же дорогу. Там только буранится. Здесь машины ездят, лес вывозят. А там уже чисто буранится. Вот, до туда доедем. Если удастся, попаду, может, избушка из Горбыля, там, у Гусятников. Там остановлюсь еще. Зайду туда, ну, примерно в ту сторону буду ехать. Если попаду, попаду. Если нет, так поеду дальше. И как выйду на следующую дорогу, уже оттуда буду спускаться в сторону села. Вот такой маршрут. Сейчас посмотрим, сколько километров я проехал. Видели, как он этот альбатрос-то прыгнул? Видели мощь этой техники? 13 километров, 910 метров. 13 километров уже я проехал. Вот. В баке бензин на достаточно, я даже и проверять не стану. На 30 километров бак хватает. Вообще вот такая покатушка мне вообще по душе сегодня. Где хочешь, там и едешь. Вот просто едешь, удовольствие получаешь. Честно говорю. Вот. Ладно, сейчас я буду сидеть, остывать и дальше поедем. Там наше село. Примерно вот так поеду, наугад. Фу, неужели доехал? Уф, мучительный этот пару километров. Вообще по волнам как будто. Очень жестко сидеть тут.
Желудок на 10 сантиметров спустилось. Белка. Я и смотрю, кто-то пробежал. Вообще в упор. Шустря. Сейчас перепрыгнет. Вон он. Ловко бегает. Увидел, тут этот пробежал. Вон уже где. Ну как, ребят, по катушке? Пишите, комментируйте. Все здорово. Еще поснимаю до дороги. Как густой снег, густой лес. По густому лесу еще проеду. Оцените возможность этой техники. Везде можно поехать. Везде. В общем, на дорогу выйду. Посмотрим топливо. Сколько уйдет. Наугад еду. По солнцу, вот так направление, по солнцу только беру еще. Точно. Даже открытый ручей. На ручей попал, ребят. Приходится по ручью ехать. Не переехать тут мне. Все открыто.
Так, вроде здесь заканчивается где-то. Наверное, там снега много, под снегом. Или туда он ушел. Течет оттуда. Интересно. Так. Блин, наклон этот. Так, ну-ка. Надеюсь, топливо еще не закончилось. Что-то заглох. Понял. Неужели топливо закончилось? А, бля, этот выключился. Ребят, я нечаянно выключил. Вот это. Сейчас нам сразу возьмем. Как-то попал в руки, она выключила. Ну, а здесь сосновый лес начнется. Там, тут уже недалеко дорога, наверное. Витамины увидел, ребят. Вон они. Для почки самое то. Собрать, не собрать потом. Буду заваривать или нет. Хотя можно сейчас. Самое то. Вот они. Это почкам очень полезно. Ну, заберу сейчас, соберу. У меня спина болит именно вот. Поясница, может, тоже поможет мне. Заварю, попью. Хуже не станет. Вот столько набрал. И сейчас весна, везде будет все появляться. Можно каждый день в лес ходить, собирать. Ну, для профилактики дней 10 попью. Ничего хуже не станет. Это лекарство для почки. Как сказать, брусничные листы. В термос разбавлю, заварю и попьем. Давайте проверим топливо. Тут уже, в принципе, до дороги немного осталось.
Где-то полбака у меня ушло. Полбака топлива. Полбака, грубо говоря. Прошел 18 километров. 18 километров проехал. Где-то полбака. Если вот, ну, примерно вот так, наверное, он там. Если 3 литра. Точно только я могу озвучить, перелить вот эту полторашку и уже дома озвучить, сколько ушло бензина. Наверное, дома все-таки я перелью для интереса и вам расскажу, покажу. Смотрите, здесь, что за хуйня тут. Ой, беда-беда. Масло у меня идет. Через этот. Через клапанную крышку масло, блядь, ручьем. Интересно, там уровень. Не, уровень нормально. Но здесь, короче, бардак у меня. Надеюсь, видите. Через клапанную крышку. Почему так? Ослабилась или что? Вроде затягивал хорошо. Да все затянуто. Неплохо затянуто. Офигеть. Это сейчас я заметил, ребят. Прокладка говно, что ли, тут? Тряпки нету, чтобы вытереть отсюда, но. Блять, с этим ключом ничего не можешь. Но. В общем, дома разберусь. Да. Бардак. Ой. Или когда прыгал, там наклоны были всяко разные. Может, тогда масло немножко. Надо смотреть за этим. В дальнюю дорогу ехать, там запасное масло тоже взять. Не забыть. Так. Ладно, здесь, наверное, уже дорога будет. Недалеко. Поехали дальше. Плохо нету тормоза, блин. Это очень плохо. Газку поедем. В общем, ребят, у меня вышло. Сейчас покажу. У меня вышло
Смотрите. 21 110. 21 110. Я уже в гараже. 21 километр 110 метров. Но, грубо говоря, 110 это я так туда-сюда ходил еще. Но на 21 километр у меня топливо ушло ровно 1,5 литра. Вот. 1,5 литра на 21 километр. Вот. Заправил именно с полторашки. Все. Чуть-чуть расход. Чуть-чуть расход. Если так посчитать, вот у меня были походы. Литр 800 на 30 километров уходило. Сейчас 1,5 литра на 21 километр. Чуть-чуть на 9 километров. В принципе, может 9 километров на 300 миллилитров бензина невозможно, думаю, не проеду. Чуть-чуть больше съел. Дорога, скажу вам, непонятная, неровная такая вот. Бывает и... Но в основном ехал на малых оборотах. Где-то лед, где-то еще что-то там. Всяко разные места были. Нагрузки вообще тяжести не было. Только меня он вез и бензопила еще. Все. Груза вообще не было. Ну, я озвучил. 1,5 литра на 21 километр. Если на снегоходе Буран, такой маршрут я поехал, грубо говоря, около 9 литров, наверное, я бы сжег топлива. 8, примерно 8 литров, если так посчитать. Так, 8 умножено. Где-то в среднем 8 литров. 8 литров бы сжег я на снегоходе Буран. Так что делаем выводы. На этом малыше выгоднее ездить в такие походы. И такие места я сегодня проехал, где на снегоходе просто, ну, если бы я там проехал, пришлось бы, во-первых, рубить себе дорогу, во-вторых, сжег бы бензин намного больше. Вот такой поход. Вот такой поход-шалаш у меня в этом году. В общем, все, пока. Да, и я еще буду крышку, прокладку менять тут. Что-то буду делать. В общем, пропускает прокладка клапанной крышки, масло течет. Все, до новых видео, ребят. Пока-пока. Спасибо вам за просмотр.